пищу нельзя. Только в технических целях. Если вы хотите пить воду, нужно обязательно предупредить, так как остаются некоторые металлы. Как сортировать мусор или очистить воду от нефтепродуктов? На второй площадке «Экодиктанта» к организации подошли с креативом. Это не маленькая химическая лаборатория. Это экоактивисты клуба «Эколав» со своими экспериментами. Ребятам не только рассказывают, но и показывают на примере о различных способах сохранения окружающей среды. Как разделять мусор и зачем это делать? Но наш клуб направлен для того, чтобы учить людей, учить подрастающее поколение. Разделяя мусор, мы, во-первых, улучшаем экологическую обстановку вокруг нас, уменьшаем количество свалок, а также мы можем решить некоторые проблемы в плане экономических. Есть пластик, бумага, стекло, но и некоторые предметы нельзя сортировать и вообще перерабатывать. Позаботиться не только о флоре, но и о фауне планеты. Тех, кто умеет обращаться с молотком, привлекли к строительству домиков для птиц. От практики уже к теории. Какие лампы наиболее энергоэффективны? Какие организмы не способны очищать воду от нефтепродуктов? Экзаменуемым предстоит ответить на 25 вопросов. Для ученицы 6 класса Марем Барахоевой это тестирование по счету первое, но она не переживает. Наш класс пригласили сюда, потому что мы в прошлом году выиграли в конкурсе «Спаси Грута». Мы собрали 1 тонну макулатуры. Я очень люблю предметы, как география, биология. И я всегда учу эти предметы, и эти вопросы мне кажутся несложными. Тут говорится про, например, что обозначает той или иной знак, или еще каких, например, предметах нужно относить бумажные пакеты, или какой заповедник, где находится самый большой заповедник. Как по мне, не самые сложные вопросы. Проект, в котором могут поучаствовать все, кому больше 12 и кто владеет русским языком. Диктант по своей структуре больше похож на контрольную по географии или биологии. Длится столько же, целый урок. И также нельзя никуда подглядывать. Диктант, в принципе, несложный. Сложности возникли там с вопросами про даты всякие. И какие животные занесены в книгу красную. Вопрос в основном про то, что как мы должны сберегать экологию и как она уже пострадала. Ответил я уже почти на все, на 19 осталось еще пару вопросов. Я думаю, что на 4 напишу точно. Популяризировать знания об экологии и сформировать экологическую культуру и грамотность населения. Экодиктант проходит ежегодно уже на протяжении нескольких лет. В этом году он посвящен Всемирному дню вторичной переработки отходов. Экологическое воспитание и просвещение теперь в Конституции Российской Федерации зафиксировано. Готовятся государственные программы по экологическому образованию. Воспитательный эффект нужен, потому что это культура. Это то, с чем мы должны жить, быть экологически ответственными, вне зависимости от наших должностей, возраста. И в школах, в детских садах с этого надо начинать. Воспитание экологическое, оно формирует культуру. Под эгидой бережного отношения к природе, к окружающей среде, к нашей экологии. Впечатление, если честно, несмотря на то, что я работаю в этой сфере, были некоторые вопросы, над которыми я задумывался. То есть над чем работать, есть над чем совершенствоваться, в том числе и мне, как руководителю экологического ведомства. Тестирование будет проходить до 18 ноября. Результаты станут известны уже 23 ноября. По итогам всем участникам вручат сертификаты, а победителей наградят грамотами и призами. А еще организаторы обещают, что на сайте проекта все желающие смогут провести и работу над ошибками. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.